Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума «Арктика. Территория диалога». Глава государства подчеркнул, что Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами арктического региона. И тема нынешней встречи «Арктика. Океан возможностей» в полной мере отражает готовность государства к многогранному и равноправному сотрудничеству. Международный форум «Арктика. Территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Основными темами пятого форума станут устойчивое развитие арктических территорий и повышение качества жизни на Крайнем Севере. К слову, первые встречи, дискуссии и сессии начались на площадке форума уже сегодня. С нами на прямой связи из Санкт-Петербурга наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую, вам слово. Да. Приветствую, Якутск. Вообще, на самом деле, форум официально открывается только завтра, но уже сегодня на площадке Конгресс-центра в Петербурге нон-стопом идут различные мероприятия, дилеммы. И уже работает выставка, где разные регионы нашей страны представляют свои инвестиционные проекты. Ну а вообще, сегодняшний день, он посвящен полностью молодежи. И главный вопрос, как привлечь молодых специалистов на север. И за счет чего это сделать. И рядом со мной находится Александр Кондрашин, директор агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии. Да, здравствуйте. Расскажите, с какими проектами приехала на форум наша республика? Здравствуйте. Сегодня я принимаю участие в сессии, посвященной молодежному предпринимательству в Арктике. И на этом форуме наша республика выступает с двумя основными предложениями. Как сделать так Арктику такой, в которой хочется жить. Во-первых, это инвестиции. Во-первых, это инвестиционная повестка, это задачи, на которые могут откликнуться высококвалифицированные кадры, включая молодежь. Специально к форуму мы разработали каталог инвестиционных проектов, которые имеют в основном ключе своем северную тематику, арктическую тематику. И второй месседж – это в Арктике есть не только проекты, но и люди. И для того, чтобы люди хотели там жить и работать, нужно работать над качеством социальной среды. И мы будем обсуждать в том числе механизмы повышения качества социальной инфраструктуры, включая ГЧП, включая частные инвестиции, и предлагать, искать проекты, структурировать проекты, которые будут похожи в своей сути на, например, проект детского лагеря, который мы реализуем сейчас в городе Якутск, в котором средства инвестора составляют только небольшую долю стоимости проекта. То есть он не ложится бременем на республику, и это в основном частные деньги, и это бизнес. Все, ну, спасибо. Я думаю, что все эти проекты очень интересны, и мы о них, конечно, еще расскажем в следующих наших выпусках. Якутск. Максим, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Максим Кардозу.